Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Уроки судного дня, и мы с вами начали разбирать очень приятную тему положение богобоязненных в судный день. На самом деле всегда приятно говорить о милости Аллаха, говорить о рае, и всегда для нашего нафса неприятно, невыносимо говорить о наших грехах, о наших недостатках, об адских мучениях, но это нас лечит, поэтому мы должны много об этом говорить. Но все же очень приятно, когда читаешь хадисы, аяты, которые рассказывают нам то, что ждет верующих в судный день, какие блага Всевышнего Аллаха, какая милость их ждет. И, конечно, это побуждает нас совершать благие дела. И мы с вами говорили о 7 категориях людей в хадисе, которых Всевышний в судный день укроет своей тени, в тени своего арша. И мы с вами говорили, что это аль-имамун адиль, справедливый правитель. Это первое, что сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть самый первый гость, получается, которого Аллах укроет под тенью не потому, что это правители, они всегда первые, да? Потому что когда этот хадис рассказываешь в деревнях, иногда слышишь, как бабайлар перешептывается, и тут начальство, оказывается, первое будет. Я говорю, и в ад они первыми пойдут. Но на самом деле быть правителем и остаться справедливым, это как один мне пенсионер-правитель сказал, это, говорит, невозможно. Потому что чем больше у тебя власти, чем больше под твоим подчинением людей, тем больше и искушение этой властью, тем больше и наущений шайтана, и тем больше это требует от тебя терпения, мудрости, потому что иногда человек даже может быть искренним, но может что-то не понять, что-то не... Потому что руководители, предводители, они тоже очень зависимые люди от того, какую информацию им преподносят. Иногда он сам может быть и очень неплохим, а вот зам может ему предоставить такую информацию, что он может наказать не того, уволить не того, повысить не того. Поэтому очень сложно быть правителем и справедливым. Но вот тот, кто умудрился быть справедливым правителем, Аллах Тааля его первым примет в тени своего арша. Потому что это, справедливый правитель, это действительно достойный человек. И чем выше влияние правителя и чем больше у него справедливости, это лучше для людей, лучше для уммы, потому что от его справедливости зависит, получается, жизнь, комфорт, удобство еще больших людей. Поэтому, когда Аллах подарил этому миру, когда Аллах дарил этому миру праведных правителей, то эти правители, они меняли мир. Они меняли положение в государстве, они меняли положение в нации. Вот тот же Умар ибн Абдуль-Азиз, да, когда он пришел, Аллах такой баракат дал, он дал это всем. То есть от того, что у них был справедливый правитель, от этого хорошо жилось всем под его руководством. Поэтому люди видели, как даже дикие львы, да, которые так получилось, что всегда нападали на овец,
да, они приходили и играли с овцами, потому что они были сытыми. То есть был баракат везде. И люди, которые платили закат, они не знали, кому этот закат платить. И издал указ Умар ибн Абдул-Азиз, чтобы 1/10 часть вот этой пшеницы, да, ошер, они не знали, кому дать. И они сделали в Сахарах, между горами, там, в лесах, они сделали специальные кормушки для диких животных. То есть государство, оно уже начало кормить не только народ, не только скот, который содержал этот народ, да, они уже начали содержать диких животных. То есть просто не знали, куда деть хлеб, да, и вот они уже кормили диких животных, чтобы под его руководством, он говорил, никто не должен голодать, даже дикие животные. Поэтому это был баракат. И такой же баракат пророк, саллаллаху алейхи сказал, что будет во время Иса, алейхиссалям, во время Махди. Поэтому справедливый правитель, от него зависит очень много. Второе – это юноша, который вырос в поклонении своему Господу. То есть не просто в старости лет стал праведным, когда уже и зина не может совершить, когда уже и здоровья нет, и никто на него и не посмотрит, когда уже он и власть потерял, и влияние вот это потерял, да, просто, давай похожу в мечеть, да, пусть Аллах примет тех, которые пришли и в 60, и в 70, и 90, Аллах принимающий покаяние, но самое ценное перед Аллахом, когда вот ты молодой, тебя и, может быть, к разным искушениям тянет, да, но ты, несмотря на это, да, может быть, и все у тебя есть, и женщины на тебя заглядываются, да, ты не баба еще, да, и у тебя власть, и у тебя возможности, но, несмотря на это, ты поклоняешься Аллаху. Ты оставляешь все грехи. То есть это особенно ценно. То есть поклонение именно юноши, говорится, не мужчины, а юноши. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям именно шабаб сказал, молодежь, молодые. Потому что очень много молодых, они не занимаются поклонением, они не оставляют грехи, не остерегаются запретного. А вот он оставил все греховные. Кто-то и выпивает, и наркотиками балуется, а он даже постится. Он даже хлеб не ест, потому что у него Рамадан. И он молодой. И вот эти молодые, которые поклонялись с молодости Аллаху, которые с молодости остерегались распутства, зина, других явлений, для них будет отдельный прием в судный день. Потому что, и сегодня эта проблема стоит очень остро, дорогие братья. Иногда мне братья говорят, подсказывают, ты, говорит, Хазрат, с минбара не все видишь. Я говорю, наверное, но Аллах все видит. Так ведь? Иногда, говорит, ты рассказываешь о чем-то, да, а ты не знаешь, что вот перед тобой иногда сидят братья, может быть, даже с бородой, которые могут себе и позволить там зина делать или еще что-то. Я, конечно, не могу это представить, да, может быть, они больше меня знают, да, но это очень страшная вещь, и она очень близка. Эти грехи, они очень близки к нам. И человек, который пришел, казалось бы, в мечеть, встал, казалось бы, на намаз, стал прихожанином, у него нет никакой гарантии, что шайтан не придет к нему и не станет наущать его. Поэтому это проблема, и вопросы зина, распутства, проблема, огромная проблема молодежи, да, вопросы, связанные там с харамным имуществом, да, когда где-то что-то можно урвать, украсть, там, не украсть, а присвоить, можно подбирать огромное количество синонимов, русский язык, он богатый, вот, но от этого грех не превратится в мубах, поэтому именно вот человек, который поклонялся Аллаху, был покорным ему с молодости, для них будет отдельный прием. Для них будет отдельный почет, и поэтому после справедливого правителя пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал именно юноша, который
вырос в поклонении Господу. Человек, сердце которого привязано к мечетям. То есть человек, мусульманин, который любит Аллаха, он должен любить его дом. Вот когда ты любишь своих родителей, ты любишь этот дом, где ты вырос, где ты, вот это твой дом, это твой нигез, говорят, да, минем туган нигез, твоя деревня, твое село. Вот когда ты любишь Аллаха, ты должен любить его дом. Ты не должен заставлять себя, а твое сердце, оно должно любить его дома. Поэтому ты когда уходишь, ты скучаешь по мечетям. Ты любишь совершать намазы в мечети, ты любишь находиться в мечети. Это милость Аллаха. Поэтому мусульманин, конечно, он должен любить мечети. И человек, сердце которого привязано к мечетям, у них отдельный будет прием. Два мусульманина, которые любят друг друга только ради Аллаха. Они встречаются и расстаются только ради Него. То есть братство мусульманство. Не потому, что там с ним выгодно дружить, да? Там у него денег много, или там я с ним буду дружить, у меня там бизнес пойдет, да? Нет, он твой мусульманин, он твой брат мусульманин. И ты любишь его только за это. Ты встречаешься с ним, потому что ты любишь его ради Аллаха. И ты расстаешься с ним только ради Него. Следующее. Мужчина, которого пожелала знатная и красивая женщина. То есть она призывает знатная и красивая. То есть если она очень некрасивая и тебя призывает к чему-то, и ты отказался, это еще не героизм. Но когда она очень красивая, она знатная, это как Зулейха, например, которая призывала Юсуфа, алейхиссалям, к зина. Она была знатной. Он жил в ее доме ее мужа. Да? Она была очень красивой. Вот это был поступок. Поэтому, когда мужчину призывает к зина знатная красивая женщина, а он скажет: я боюсь Аллаха, да, я боюсь Аллаха. Вот для него будет отдельный прием под троном Всевышнего Аллаха. Тот, кто подает милостыню настолько тайно, что даже его левая рука не ведает, сколько тратит правая. Я очень часто видел, когда люди дают садака, они левую руку вот так ставят назад. Я даже спросил, я говорю: а вы почему так делаете? Говорит, в хадисе же сказано, что левая рука даже не должна видеть. А я говорю, тут 30 человек все видят, сколько ты даешь. То есть это образное, да, выражение. То есть не то, что люди, не то, что там другие, даже то, что дает твоя правая рука, даже левая рука не должна видеть. То есть чем больше мы скрываем свой садака, свою не только садака, это твое благое дело, тем больше это будет ближе к Аллаху и выше перед Ним. Поэтому сегодня мы живем в такое время, когда, братья, мы там 5 копеек даем, а в Инстаграме мы можем так описание написать, да, такое видео, репортаж сделать, да, что ты там 5 миллионов дал. Это замана балясы. Это вот беда сегодняшнего дня, когда нам так хочется обо всем рассказать. Субханаллах. Если можешь, прячь, как праведные предшественники саляф салих, они скрывали, запомните правило, они так же, как мы с вами скрываем свои грехи, они скрывали свои благодеяния. Чтобы это был секрет между кем? Между Аллахом и им. Поэтому нужно скрывать. И последнее. Тот, чьи глаза наполняются слезами, когда он в одиночестве упоминает Аллаха. Не на минбаре. Иногда имам может там расчувствоваться, поплакать, да, но быть может, что в этом даже мало искренности. Почему? Потому что на него люди смотрят. А когда никого нет, ты во время тахаджуда, когда ты общаешься с Аллахом, поминаешь его, и вот так, когда у тебя потекут слезы, вот эти слезы, они будут искренними. Вот таких Аллах примет в судный день под своим троном. Этот хадис в сборниках имама аль-Бухари и Муслим. И вообще вот этот хадис я очень люблю, дорогие братья. И про этот хадис можно, не знаю, 7 хутб там, на каждому, там 17 можно рассказывать, потому что это на самом деле это самые лучшие люди в умме. И самых лучших Аллах примет в судный день наилучшим образом. Субханак Аллахума бихамдик, шаду алла иляха илля антастагфирука ва атубу илейк.